Здравствуйте, меня зовут Попов Арсен. Позвольте представить ваше внимание нашу работу на тему анализа англоязычных метафор в нефтегазовой и экономической терминологии. Я учусь в 9 классе и уже сейчас думаю над моей будущей профессией. На данный момент мне интересны такие отрасли, как нефть и газ, финансы, экономика и современные IT-технологии. Разговор с моим учителем по английскому языку и рассказал о моих планах на будущее. И для моей исследовательской работы решили взять тему, которая была бы связана с этими сферами деятельности. На первом этапе нашей работы решили начать с нефтегазовых и экономических отраслей, а компьютерную отрасль оставить на следующий год. Практическая значимость. Результатом исследования метафор станет создание двуязычного словаря, который не только отражает семантику метафор, но и дает возможность сортировать метафоры по определенным семантическим группам. Данный словарь будет полезен для перевода нефтегазовых и экономических научных текстов. Цель исследования, которая заключается в анализе метафор нефтегазовой и экономической терминологии, обусловила следующие задачи работы. Узнать, что такое нефтегазовая и экономическая метафора. Выявить языковые единицы английского языка, реализующих метафорическое значение нефтегазовой и экономической терминологии. Разделить на категории найденные метафоры. Проанализировать наиболее интересные случаи употребления метафор в нефтегазовых и экономических текстах. Создать двуязычный словарь нефтегазовых и экономических метафор. Помощь студентам данных специальностей. Ход нашего исследования. Первый этап. Поиск метафор в нефтегазовой и экономической терминологии. Из пособий интернет-ресурсов Большого англо-русского словаря по нефтегазовому делу экономики. Второй этап. Разделение на категории анализа этой теории концептуальной метафоры Лакофа и Джонсона. Третий этап. Создание двуязычного словаря метафор. В ходе исследования нами найдено 474 метафор из различных источников. Пособий по английскому языку, интернет-ресурсов и Большого англо-русского словаря нефтегазовых и экономических терминов из ABLingua. Все метафоры разделены на тематические категории, основываясь на формальных признаках метафоры. Как видно из данной таблицы, в количественном отношении нефтегазовых метафор больше, чем экономических метафор. Но по формальным признакам метафоры в экономической терминологии имеют больше категориальных разветвлений. Наиболее интересные примеры из каждой категории проанализируем все эти теории концептуальной метафоры Джонсона и Лакофа. Примеры для анализа мы взяли из электронных вариантов самых авторитетных отраслевых изданий. Это Oils and Gas Journals и Forbes. В нашей работе мы придерживаемся определения Лакофа и Джонсона, где метафора – это понимание и переживание сущности одного вида, в терминах сущности другого вида. В теории Лакофа и Джонсона концептуальная метафора моделируется как взаимодействие двух когнитивных структур или областей – области источника и области цели. Области цели структурируются по подобию области источника, то есть между ними устанавливаются метафорические проекции. Рассмотрим наиболее интересный пример употребления метафор. Например, в категории цвета рассмотрим метафору, где область источника Black Friday. Черная пятница имеет значение резкое падение котировок на финансовом рынке. Проекция происходит в связи с тем, что раньше в США прибыль всегда записывалась черными чернилами, а убыток красными. А пятница, потому что падение цен начинается с этого дня недели. Термин tree является эквивалентом термина словосочетания Christmas tree, упростившегося с течением времени. На русский язык термин переводится как фонтан, арматура или профессионализмом. Елка – основание метафорического переноса в данном случае, подобие формы праздничной елки, строение фонтана, арматуры. На основании данного лингвистического анализа мы создали абсолютно новый ресурс, аналога которого больше нигде нет. Это двуязычный словарь метафор в нефтегазовой и экономической терминологии. Данный словарь может быть использован для перевода научных текстов студентами нефтегазовых и экономических специальностей. В дальнейшем мы планируем создать сайт метафор, добавив метафоры из компьютерной терминологии, который будет удобен, практичен и универсален. Позвольте вам его продемонстрировать. Для того, чтобы воспользоваться англо-русским словарем, нам всего-то нужно записать слово. К примеру, мы возьмем слово ram, что дословно приводится как бык, но метафорическое значение этого слова – это плашка, запорный элемент противовыбросового первентера. Также и со словом rabbit. Rabbit. Дословный перевод – это, конечно же, кролик, но метафорическое значение – это скребок для чистки трубопровода. Также позвольте продемонстрировать вам бумажный вариант нашего словаря. Анализ наиболее интересных примеров из каждой категории среди теорий концептуальной метафоры Джонсона и Лакофа показал, что метафора в английских нефтегазовых и экономических текстах часто становится фактором, обеспечивающим связность, целостность и выразительность научных текстов.
Красивая метафора не просто концептуализирует реальность, она делает текст красивым, выразительным и запоминающимся. Спасибо за внимание.